они не участвуют. Это та оппозиция, которая потом будет постоянно вот здесь стоять у ворот, чтобы ее услышали. Понимаете? Потому что парламент не имеет полномочий. Сам парламент не имеет полномочий, отдельные взятые депутаты какие могут быть иметь полномочия. И вот это будет у нас перманентно проходить постоянный кризис. Мы хотим уйти от этих кризисов. Лучше пусть депутаты в парламенте подерутся, поспорят, чем вот там народ будет убивать друг друга за стенами парламента. Вот наша цель. И по этой модели, чтобы вы знали, живет почти 80% государств мира. Я вам скажу, что Российская Федерация уже перешла к смешанной парламентско-президентской форме правления, потому что после изменений в Конституции президент Российской Федерации, который раньше своим указом утверждал премьера и утверждал министров, сегодня без Государственной Думы не может утверждать. Другое дело, что в Государственной Думе его партия, выигравшая выборы, составляет большинство, и он без всяких проблем проводит министров. А вы даже такого шанса, короче, не даете. Вы хотите оставить все полномочия, те, которые есть у президента. Эти полномочия уже захлебнулись все. Мы 30 лет пришли к тому, что полностью дискредитировала себя форма правления, президентская форма правления. Это очевидно, только не слепой это видит. И вместо того, чтобы, скажем, сегодня с изменениями, с поправками поддержать вариант перехода, когда президент остается, как Тама сказала, главой государства, мы его институт не убираем, а главой исполнительной власти остается премьер, мы почему-то опять принимаем это в штыки. Потом будет очередной кризис, и опять будет создана очередная комиссия по изменению Конституции, и так нескончаемо, пока нам не закроют крышку гроба, короче, всем.